День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, коротко подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Дальний Восток. Курс на креативную экономику. В Якутске прошел форум про ДФО. И вопрос только в том, сколько специалистов имеет шанс зародиться в регионе благодаря системе образования и остаться работать в регионе благодаря тому, что экономика позволяет трудоустроиться. Вместо кровати и тумбочек инструменты и отделочные материалы. В Алданской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт. Отремонтированы третий, второй этаж. Сейчас на первом этаже переделают регистратуру согласно современным требованиям, кабинеты. Усохой якутские наряды и уникальные изделия мастеров Севера наблюдали в самом центре Москвы. А Якутия на каждый раз как бы по-новому и представляет себя. Хотя традиции Якутии и их главная особенность заключается в том, что если лоскутный шитье в средней полосе шьют в основном из хлопчатобумажных тканей, то якутские мастера в основном используют сукно. Обо всем этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. В Якутске Минэкономики Республики совместно с Высшей школой инновационного менеджмента при главе Якутии провело стратегическую сессию. Там обсудили стратегию социально-экономического развития региона до 2032 года. Приоритетные цели стратегии – достижение национальных целей развития страны до 2030 года, принятие на федеральном уровне документов стратегического развития, выявление альтернативных направлений, увеличение доходной части бюджета. Работа стратегической сессии проходила по 8 группам. По итогам работы по каждой группе были сформированы предложения по задачам и мероприятиям. В республике продолжается работа над корректировкой стратегии в условиях новых экономической реальности, поэтому здесь основные цели будут связаны с тем, чтобы как искать новые источники роста для того, чтобы пополнить бюджетные доходы, да, и, во-вторых, как развивать качество жизни людей в новых экономических условиях, когда инфляция очень высокая, да, когда доходы населения не поспевают за ростом инфляции. Глава республики Айсен Николаев провел на этой неделе рабочую встречу с исполняющим обязанности президента Академии наук Якутии Леонидом Николаевичем Владимировым. Они рассмотрели вопросы научного сопровождения социально-экономического развития республики. В частности, роль интеграции науки с реальным сектором экономики. Главным в этом вопросе должно стать дальнейшее развитие научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития», созданного совместно с Сахалинской и Магаданской областями, Чукотским автономным округом и Камчатским краем. Научно-образовательный центр – это главное, то, что должно сейчас сделать Академия наук наша. Это все-таки научное сопровождение через научно-образовательный центр. Получается, мы центральную позицию занимаем, с нами вместе еще другие регионы, такие как Магадан, Сахалин, Камчатка, Чукотка. И мы все вместе должны, как с промышленными партнерами, решить проблему, которая даст подъем экономики этих субъектов. Между тем, новые меры поддержки малого и среднего предпринимательства стала ключевой темой встречи руководства корпорации МСП с организацией инфраструктурной поддержки представителей бизнеса. Накануне во время санкций со стороны западных стран большое внимание уделяется развитию отечественного малого и среднего бизнеса. В стране действуют разные меры поддержки в виде льготных кредитов и займов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Михаил Никифоров и заместитель генерального директора корпорации МСП Александр Токар. Были определены 3 направления, которые планируется реализовать вместе с регионом. Здесь ключевым механизмом корпорации МСП является наш механизм зонтичных поручительств, где 50% риска за предпринимателя, когда он подает заявку на кредит, корпорация принимает на себя.
Уже более 870 миллионов рублей кредитов, в том числе выдано в Якутии предпринимателям по данному механизму, но мы продолжаем его реализацию. У нас есть план по поручению президента до 2024 года 600 миллиардов рублей кредитов по всей стране, и наша задача наиболее активно сейчас этот объем кредитования довести до предпринимателей в регионах и сделать так, чтобы еще и сами субъекты федерации могли дополнительно донастраивать вместе с нами этот механизм. Дальний Восток. Курс на креативную экономику. В Якутске прошел форум про ДФО, где эксперты обсудили современные тенденции, лучшие стартапы, а также цифровое импортозамещение и развитие индустрии в условиях санкционных ограничений. Что это за форум и какая у него цель? На эти вопросы ответила Валерия Наумова. Форум про ДФО продолжает свою работу на Дальнем Востоке. В Якутске собрались спикеры и эксперты, чтобы обсудить важную отрасль, которая претендует на серьезную долю в российской экономике. И сегодня речь идет о креативных индустриях. И, безусловно, любой. На первой дискуссионной площадке эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются российские кинотеатры, молодые авторы видеоконтента и режиссеры, а также мультипликаторы. Директор киностудии «Союз мультфильм» поделился, что анимационный сегмент стремится, чтобы производство мультфильмов не ограничивалось только Москвой. На протяжении нескольких лет студия сотрудничает со специалистами из разных регионов России и региональными студиями. И вопрос только в том, сколько специалистов имеет шанс зародиться в регионе благодаря системе образования и остаться работать в регионе благодаря тому, что экономика позволяет трудоустроиться. Вот это то, над чем мы с регионами как раз активно работаем. И Саха-Якутия для нас это одна из наших надежд, потому что мы видим, как здесь развивается индустрия компьютерных игр, мы видим, какой здесь мощный на самом деле пласт местных художников, местной культуры. Помимо развития киноиндустрии и анимации, большое внимание было уделено блогерам и микроинфлюенсерам. Это те направления, которые сейчас активно развиваются. Но рассматривали их со стороны, влияют ли они на развитие креативной экономики. Безусловно, влияют, вклад большой. Поэтому, пожалуйста, не останавливайтесь, публикуйте контент, потому что это не только прямая монетизация, но это действительно влияние на сферу, интеллектуальную, да, что, наверное, уже оценивается не столько финансово, да, сколько исторически. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите войти не только в тренды, но и в историю, делитесь контентом, потому что это очень важно. По мнению еще одного спикера, основателя паблика МДК, управляющего директора агентства «Инвайт» Роберта Панчвидзе, блогеры являются ядром креативной экономики и в Якутии понимают их ценность. Для блогеров из регионов России при выходе на более широкую аудиторию важно сохранить связь со своей изначальной аудиторией. В том числе, если человек ранее делал двуязычный контент, то нужно творить в таком формате и дальше. Не забывать про свою аудиторию региональную, не забывать про свои корни, но и при этом стараться распространить контент сетевым способом. Прежде всего, взаимодействие со своими соседями по региону. Я поражен тем, как в республике вообще относятся к блогерам, понимают их ценность. Я понимаю, что нам в центре есть чему поучиться на самом деле. Мероприятие собрало большое количество талантливых участников со всего региона. Про ДФО – это серия уникальных онлайн-форумов, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения. Валерия Наумова, Виктор Дьячковский, Якутск. Не за горами осени, долгая холодная зима. Свыше 2 миллиардов рублей направлено на подготовку к отопительному сезону в Якутии. Предстоит привести в готовность котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети, линии электропередач и дизельные электростанции. Общий процент готовности на текущий момент составляет 60%. По топливно-энергетическим ресурсам из запланированных 530 тысяч тонн отгружено
337 тысяч, а доставлено до мест назначения 222 тысячи тонн. Первый зампред правительства региона Дмитрий Садовников проверил, как исполняются ремонтные программы в крупных предприятиях республики. Отдельное внимание уделили подготовке к отопительному сезону в Верхоянском районе. Для того, чтобы успеть до наступления холодов просушить пострадавшие от паводка дома и социальные объекты. Ну а вместо кровати и тумбочек инструменты и отделочные материалы. Такую картину можно наблюдать в Алданской центральной районной больнице, где продолжается капитальный ремонт. Средства на него выделены по программе модернизации здравоохранения. Где развернулся фронт работы, как удается совмещать оказание медицинской помощи с отделкой и реконструкцией, узнали наши коллеги. Визг дрели, стук молотка, характерный треск демонтируемых досок и кафеля, третий этаж главного корпуса Алданской центральной районной больницы наполняют самые разнообразные звуки. Замена окон, полов и дверей, проведение электропроводки, оштукатуривание стен, покраска и кладка плитки – это далеко не все задачи, которые предстоит выполнить в отделениях терапии и неврологии. Фронт работ куда более обширный. Ремонт здесь начался 3 недели назад. У нас не страдает оказание медицинской помощи населению. В стационаре у нас в главном корпусе идет ремонт на 3-м этаже, где размещались у нас терапевтическое отделение, неврологическое и ПСО. Временно их перевели в другое здание. Пациенты лечатся, а на 3-м этаже полностью идет ремонт. Средства на капитальный ремонт больница получает по программе модернизации здравоохранения. После завершения работ в одних отделениях реконструкционно-отделочный фронт перемещается в другие подразделения. Так полностью отремонтированы педиатрическое отделение и акушерская служба. В главном корпусе произведены работы в отделении реанимации и в приемном покое. Помимо стационара, сейчас работы ведутся в детской поликлинике. Отремонтированы 3-й, 2-й этаж, сейчас на 1-м этаже. Переделают регистратуру согласно современным требованиям, кабинеты. Работы ведутся интенсивными темпами. В процедурных и операционных стационара почти завершена кладка кафеля. Часть палат подготовлена под покраску. В некоторых помещениях будут расширены дверные проемы. Параллельно идет ремонт лестничных маршей. Наряду с реконструкцией и отделкой также предусмотрена замена системы отопления и ремонт вентиляции. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Еще одна очень важная новость этой недели. Специальную форму для жалоб от граждан на подозрительные звонки предложили добавить на портале госуслуги. Согласно предложенному законопроекту, пользователи портала смогут указать подозрительный номер, дату и время звонка, а также свой номер, на который поступил звонок. Далее Минцифры запросит сведения о совершенном вызове у оператора, который обязан сообщить о факте пропуска телефонного трафика и предоставить информацию. В случае подтверждения подмены номера оператора могут оштрафовать на сумму до 1 000 000 рублей по новой статье Кодекса об административных правонарушениях неисполнение оператором связи обязанностей. Ну а мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем программу. История со счастливым концом. Медсестра республиканской больницы номер 2 Прасковья Леончук поделилась историей спасения утопающего. Прасковья отдыхала на берегу со своей семьей, как вдруг услышала крики о помощи. Продолжит Саргалана Неустроева. Тот роковой день Альберт Колодей не забудет никогда. Мужчина рассказывает, плавает он хорошо и в своих способностях не сомневается. Однако 1 августа обстоятельства сложились иначе. Тогда мужчина вместе с другом купались в реке на плавательном матрасе. От жары пострадавший потерял сознание, упал и ушел под воду. Он бросил матрас и меня начал доставать. Меня достал и начал тащить к берегу. Там, он сказал, 5 метров оставалось, но я уже, все, воды набрал, да. Еще он подтащил меня к берегу, начал кричать, чтобы помогли. Крик о помощи услышала медсестра отделения реанимации Прасковья Леончук. Девушка признается, на мгновение она растерялась, не с кем было оставить ребенка. Тем не менее, Прасковья взяла себя в руки. «Если не я, то больше некому», объясняет она. По словам медсестры, пострадавшего окружили, но попыток оказать медицинскую помощь никто не предпринимал. Пульс у Альберта уже не прощупывался, лицо посинело.
Прежде чем когда подбежать к нему, я услышала слова: он уже не жилец, все, он умирает, все, он умер, нету его. Но я реально, когда я начала качать, я думала, что я качаю труп. Раздвинула все руки и сказала: отойдите на метр, больше кислорода, делаю искусственную сердечно-легочную реанимацию, вызывайте скорую. И начала качать. И про себя говорила, что ты будешь жить, давай живи, давай дыши, дыши. Скорая, по словам Прасковьи, приехала быстро, но счет шел на секунды. И именно эта решительность и сыграла решающую роль в спасении Альберта. А между тем прием, которым воспользовалась медсестра, основы, которые необходимо знать каждому. Должен знать каждый. В каждом сейчас у нас учреждении этим есть такая доврачебная помощь, первая помощь. Ну, это, как говорится, у нас учат со школы. То просто не все, как говорится, этим владеют и просто боятся. Ну, вот как показала практика, этим может любой человек спасти человека. К слову, лечение мужчина проходит в той же больнице, в которой работает его спасительница. Этим, как признается Альберт, он пользуется и не устает благодарить Прасковью за свое спасение. Жив, здоров. Вам спасибо. Слава Богу. Самое главное, что вы здоровы. Сейчас Альберт Колодей идет на поправку. Дома мужчину ждут жена и 2 детей. Этот урок он запомнит надолго. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В связи с ухудшением погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок. Управдорлена сообщает, что в ближайшие несколько суток в районах прохождения федеральной трассы Лена ожидаются сильные ливневые дожди с грозами. В настоящий момент дежурство на трассе А360 Лена в Амурской области и Якутии осуществляется в оперативном режиме. В связи с этим к водителям обращаются с просьбой воздержаться от поездок на дальние расстояния. Между тем, в Тынде и Тындинском округе Преамурья ввели режим ЧС из-за ливней. В городе смыло 2 моста, микрорайоны Таежный и Беленький отрезаны. Сложно определить, какую ценную роль в современном мегаполисе играет профессия пекарь. Нынешний ритм жизни не позволяет выпекать хлеб в домашних условиях. Что уж говорить о сложных кондитерских конструкциях, производство которых требует определенных технологических знаний и навыков. Но тем не менее сложно представить трапезу без вкусного хлеба с хрустящей корочкой. Мои коллеги побывали на хлебокомбинате и даже попробовали испечь печенье. Профессия пекаря, хоть и кажется простой, на самом деле требует серьезных навыков в области изготовления хлеба. На производстве такой работник занимается изготовлением батонов, калачей, булок и других разновидностей выпечки. Деятельность связана с пищевым сектором. На первом месте чистота и стерильность. Ну что, друзья, так как мы сегодня будем работать с едой, поэтому я, как видите, я переоделась, потому что чтобы у меня волосы не попали и одежда моя тоже как бы не испачкалась. Мы сейчас находимся в хлебном цеху на площадке цеха слоеных изделий. Здесь мы как раз-таки и будем сегодня с вами творить и вытворять, и стряпать мы с вами будем печенье по-гатине. За 20 минут с конвейера выходит 6 килограммов печенья, а за одну смену до 350 килограммов. Так как производство масштабное, здесь необходимо соблюдать рецептуру и точно замерять каждый компонент. В последующем это повлияет и на качество продукции, и на его вкусовые свойства. Так, для начала берем соль. Соль. Сколько нужно соли? 35 грамм. А это сколько? Это больше столовой ложки, вот так? Да, примерно. И сюда много? на весы кидаем. Если будет лишнее, уберем. Ой, точно, мы же свисали. Ровно. Почти 35. Так, она 35 не видит. После того, как было приготовлено сырье, происходит замес теста. И после его раскатка и добавления начинки. На помощь пекарям приходят новые технологии, а именно линия ронда, которая позволяет повысить производительность цеха и снизить нагрузку на кондитера. Ведь в большей степени профессия востребована среди женщин. Но, как и в другой профессии, здесь есть свой карьерный рост. Ну, я в первое дело сначала чистила листики, такая мелкая работа, не тяжелая. Потом мне стало интересно, и постепенно начали меня обучать вот тесто месить, как на машине стоять, как что катать. Мне это так понравилось, я все выучила и все теперь знаю.
Работа на комбинате не прекращается ни на минуту. Пекари работают весь день, подкладывая на прилавок свежую продукцию. Для каждого хлебобулочного изделия есть свое время готовки. Например, хлеб пекут только в ночное время, а вот сдобные булки или батоны выпекают в течение всей смены. Для каждого изделия свой цех и сотрудники, которые проводят весь этап производства. Друзья, это как раз-таки и есть финальный этап. Сейчас это проходит расфасовку. В каждой упаковочке ровно 400 граммов. После этого это все попадает в коробки, которые как раз-таки и будут развозить на точки сбыта нашего города, а также по территории нашей республики. Друзья, это был очень интересный опыт. Это полезный опыт, особенно для меня, как для девушки. Я думаю, вы для себя тоже что-то новое, интересное открыли. И вам тоже было с нами очень приятно провести эту программу. И если вы сейчас пьете чай с печеньем паготини, то приятного вам чаепития. Услохай, якутские наряды и уникальные изделия мастеров Севера в центре Москвы. В рамках международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» на этой неделе прошла большая презентация Якутии в Гостином дворе. Из нашей республики в столицу приехала внушительная делегация. С народными умельцами пообщался Максим Кардозу. Осохай в центре Москвы. Настоящее представление показали жителям и гостям столицы якутские мастера. Так они презентовали свою выставку, которая открылась в рамках международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Наши земляки – постоянные участники этого смотра, и вот уже 8 лет новые якутские работы в Москве ждут с нетерпением. А Якутия на каждый раз как бы по-новому и представляет себя. Хотя традиции Якутии и их главная вот особенность заключается в том, что если лоскутный шитье в средней полосе шьют в основном из хлопчатобумажных тканей, то якутские мастера в основном используют сукно. Теплые ткани, понятно, что холодный регион, и это основные ткани, которые используются в одежде. Да? Якутские полотна сразу выделяются не только материалами, но и своими геометрическими орнаментами, ручной выделкой, точностью в деталях. Всего на выставке представлено 20 работ. Это плод творчества 15 мастеров из самых разных улусов. Центральный гобелен – это коллаборация сразу нескольких авторов. Главная идея – защитить экологию, нашу землю, нашу мать природу. И работа называется «Хрупкая душа природы». Она хрупкая, ее надо беречь, чтобы оно досталось следующим поколениям. Заданная тема защиты природы, и каждый делал свою работу. Вот поэтому здесь вот такие ячейки. И чтобы у нас Якутия всегда была благополучие, поэтому центр, конечно, Чором. Кстати, увидеть эту уникальную работу «Природа. Хрупкая душа» смогут и якутяне. После выставки в Москве полотно будет передано в фонд Краеведческого музея имени Ярославского и станет частью его постоянной экспозиции. Максим Кардозов, Виктор Олесов, Москва. Ну а во Владивостоке не утихают спортивные страсти. На стадионе «Олимпиец» сегодня обстановка накалилась до предела. Там прошли полуфиналы игр по мини-футболу в рамках 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». О том, как прошел матч сборной Якутии, в материале Петра Васильева. Ровно 6 раз вот этот мяч сегодня залетел в ворота сборной Киргизии. Таким образом, сборная Якутии в финале 7-х спортивных игр «Дети Азии». С первых же минут, открыв счет, сборная Якутии вырвалась вперед. Череда уверенных передач и голов, а также первоклассная техника игры обеспечила к концу первого тайма счет 4-0 в пользу сборной Якутии. Игра очень хорошая была, боевая. Болельщикам спасибо огромное. Сначала чуть-чуть искали свою игру, искали. Потом нашли, вот результат это было. Как выложили? На 100%. Играли за себя, за всех. Все получилось.
После перерыва соперник нашей сборной, команда из Киргизии, начала агрессивную игру, заработав себе 7 фолов и красную карточку от судьи. Напористая тактика, однако, не принесла результатов. Второй тайм закончился со счетом 6-0 в пользу якутян. Ну, если честно, думал, будет намного тяжелее. Счет, конечно, он не соответствует игре. Но ребята молодцы, мне кажется. Сегодня я видел глаза их горящие. Они, наверное, настроились очень сильно. Потому что мы их не видим ни по ночам, ни днями, только на игре видим. Ребята молодцы сегодня. Понимали, за что играют. Завтра финальная игра, это самая решающая игра. Настрой, ну, боевой, конечно, будем играть, будем биться. Даже драться, можно сказать. Будем играть. Теперь якутянам предстоит встретиться в финале со сборной Уральского федерального округа. Матч пройдет уже завтра. Напомним, соперники встречались ранее в групповых раундах, однако теперь на кону золото. Петр Васильев, Джилустан Иннокентьев, Владивосток. Также в рамках игр прошли соревнования по борьбе «Кураж». Несмотря на то, что для наших мастеров этот вид спорта не совсем привычный и является одним из самых молодых видов спорта в Якутии, наша спортсменка Анастасия Попова в весовой категории 46 килограммов завоевала бронзу. Соперники были достойны друг друга, поэтому борьба была непредсказуема и до последнего момента держала всех в напряжении. Как итог, копилка якутской команды пополнилась бронзовой медалью. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.